Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши Пшара. Сегодня в программе. В республике прошли мероприятия, посвященные памяти выдающихся лидеров нашей страны Владислава Арзенба и Сергея Багапш. В Государственном музее боевой славы открылась фотовыставка, посвященная памяти первого президента Абхазии. Оперативные подразделения Государственного таможенного комитета продолжают работу по выявлению незаконно ввозимого оборудования для производства криптовалют. 4 марта – день, когда мы вспоминаем двух президентов Абхазии – Владислава Арзенба и Сергея Багапш. Ровно 15 лет назад не стало первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Основатель современного абхазского государства, ученый-востоковед, ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. В этом году Сергею Васильевичу исполнилось бы 76 лет. С именем Сергея Багапш связано международное признание независимости и государственного суверенитета Абхазии. Именно при нем была восстановлена юрисдикция абхазского государства в верхней части Кадорского ущелья. По традиции 4 марта в республике проходят мероприятия, посвященные памяти выдающихся лидеров нашей страны. В селе Нижняя Эшера прошла церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Венки и цветы были возложены и к могиле второго президента Сергея Багапш в селе Джигярда. Почтить память выдающихся лидеров Абхазии пришли руководители страны, депутаты, члены правительства, представители политических общественных организаций, военнослужащие, ветераны. 4 марта 2010 года Абхазию постигла печальная весть о смерти первого президента, основателя современного абхазского государства Владислава Арзенба. Тогда страна словно оцепенела в безмолвии, и время будто остановилось. С того дня прошло ровно 15 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. По завещанию Владислава его похоронили на линии фронта, где шли тяжелейшие бои в родном селе Эшера. На протяжении всех 15 лет к мемориалу памяти в Эшере не зарастает народная тропа. Это говорит о том, что люди осознают роль первого президента в достижении главной цели абхазского народа – свободной жизни на родной земле. Отдать дань памяти Владиславу Арзенба пришли исполняющий обязанности президента Бадра Гунба и избранный вице-президент Беслан Бегвава, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, ветераны, общественность. «Свобода об сны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Арзенба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. И именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Его идеи, его идеалы живы. Абхазия независимая. Свободное государство. Кто бы как ни хотел, это процесс развернуть в какое-то другое направление ни у кого не получится. Независимое абхазское государство Владислава Арзенба – это единое целое. От этого мы никогда не откажемся. Я первым долгом его запомнил вот таким человеком, который надо было раз увидеть, раз узнать, и никогда ничего не забудет. Поверьте мне, в конце войны и послевоенный период, пока он был верховным главнокомандующим,
Многим высококвалифицированным военным профессионалам было тяжело с ним общаться даже на военную тему. Он настолько быстро это все на ходу хватал, и он мог спокойно с российскими генералами, которые знали военную науку, как говорится, на 5 с плюсом, наравне беседовать и поддерживать военную тему. Так что вот такой Владислав Григорьевич. Ну, а как человек, конечно, это очень смелый, очень волевой, отчаянный, можно сказать, и высокообразованный. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Следуя зову Ардзинба, люди обретали смелость и шли вперед. Я помню ситуацию, когда было тоже неудачное наступление. Это было в районе Шромы, в районе Цугуровки. И было такое поникшее настроение. Очень много ребят погибло, много было раненых. И наступление захлебнулось. И нужно было принимать решение, что делать дальше и как это наступление развивать. В этот момент там оказался Владислав Григорьевич. Он туда приехал. И когда увидел ребят, собрал их вокруг себя и сказал: у нас не будет другой возможности, нам надо двигаться вперед. Понятно, что ребята погибают, но война без потерь не бывает. Соберитесь с духом, соберитесь, если надо, я вместе с вами сейчас пойду в этот бой. Соберитесь. Я просто такой реакции не видел, я был молодым парнем, и у меня внутри вот напряжение такое возникло. Это вот такая была поддержка. Поддержка и то, что он сделал, конечно, и наша победа, она связана только с его именем. Вокруг него сплотился весь наш многонациональный народ, и мы выиграли эту войну. Я благодарен судьбе абхазской, что у нас в это сложное время был такой лидер. Он настоящий был лидер, он наш командующий был. И в моих воспоминаниях он таким и остается. Навсегда главнокомандующим наших вооруженных сил. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю жизнь посвятил ее служению. В сердцах каждого представителя абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества. Именно с его именем связано создание нашего современного государства, сохранение нашего государства. Мы чтим память Владислава Григорьевича Ардзинба. Черты характера, которыми отличался Владислав Григорьевич Ардзинба, это в первую очередь любовь к своей родине, любовь к своему народу, храбрость. Он был человеком, который думал на перспективу, думал обширно. И, конечно же, то, что он заложил, сегодня остается в виде нашего государства, независимого, современного государства, где мы можем развиваться, жить и растить своих детей. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич Ардзинба был всегда близок и доступен для своего народа. Во время войны мне было 23 года, но я сам спортивный работник. После нашей победы, что запомнилось, я молодой тренер, и в 1994 году, несколько месяцев после войны, я с командой выезжал, один из всех видов тогда, и я лично был на приеме у Владислава Григорьевича, и часа два поговорили. Я помню, тогда очень тяжело было с деньгами со своего спецсчета. Я 12 человек повез борцов в Москву на международный турнир. И к чему говорю, и после этого тоже несколько раз были такие моменты. Для меня он все. Если бы не было бы этого человека, не было бы нашего государства. Владислав Ардзинба сочетал в себе качество подлинного интеллигента и в то же время человека скромного, близкого и понятного для каждого.
Память о лидере увековечена в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстаза расиху псадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Вся жизнь и свершения национального героя Владислава Ардзинба навсегда останутся в памяти грядущих поколений, как образец беззаветного служения своему народу. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Он прошел насыщенный и сложный политический путь. Его называли мастером компромиссов, человеком с большим сердцем и твердым характером. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапш исполнилось бы 76 лет. Ранним утром сюда, в живописное село Джгярда, которое Сергей Васильевич называл местом силы, в его 76-й день рождения едут люди со всей страны. Память Сергея Багапш почтили руководители государства, ветераны войны, учащиеся образовательных учреждений, общественность. Хакерстаском шуб хара айбатбе хода игвалар шрам шуб имшира Сергей Васильевич пейнук залаги ижла рамазора дазахян ера ихзят хлоп хкапшим раз хатара Владислав Григорьевич Ардзинба яхсайгаз ахакуитра ера яцицит изир хайдушлар бжарат аз хатара ера иджиба илагала дудза ацу Сергей Васильевич пейнук залаги ахункара хадат қаланзаги Ежла рымыцора дазахян яхгвалашо турыхла абсужлара акпара инарагдзо захакуитраза ера ктадалагалан сгуяна гот ирейджиба мыдзит иха хункара хепшумре аз хатзрями айзер хайра изку ера илагала дудза алупха. Здесь, в небольшой церкви, у мемориала второго президента, каждый может зажечь свечу в память о нем. И, конечно, по традиции поговорить о выдающемся политическом деятеле и друге. Очень жаль, что с нами нету такого лидера нашей страны. Очень жаль, что мы потеряли сына своего народа. Я думаю, что выражу общее мнение. Каждый день, каждый месяц и каждый год нам говорит о том, что таких личностей, как он, к сожалению, очень мало. Он в любой момент был готов отдать жизнь за родину. В 1989-м остановил вооруженных грузинских националистов, которые пытались начать военные действия в республике. Сумел задержать врагов на мосту реки Алцга, заявив, что они смогут пройти только через его труп. Был ранен, но кровопролития не допустил. В 1992-1993 годах он по приказу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавил правительство блокадной республики. В 2004-м Сергей Васильевич Багапш, второй президент Абхазии и выдающийся политик, вновь не допустивший кровопролития, но уже внутри страны. Рыхчарас схы и шасурхо. Жлар рылых совает и пщобри ахакук сачкацна санахало.
В настоящее время сложилась благоприятная геополитическая обстановка, которая дает реальную возможность справедливого и полного и окончательного разрешения проблем между Грузией и Абхазией на основе международно-правовых норм о равноправии народов и правах народа распоряжаться своей судьбой. Тяжелый август 2008-го. Второй президент Абхазии Сергей Багапш отстаивает права абхазского народа. Он понимает, что в этот момент решается судьба абхазского государства и находит правильные и мудрые слова, чтобы не только сохранить страну, но и добиться международного признания. А еще освобожден Кадор, и кровь снова не пролита. Где бы ни находился Сергей Багапш, он всегда боролся за права своих граждан и отстаивал их изо всех сил, будь спортсменом на международных соревнованиях или выдающимся политиком на большой международной арене. Он был настоящим и в жизни, и в политической деятельности, и человеком с добрым сердцем, но в то же время твердым характером. В этом заключалась его исключительная сила. Сергей Васильевич, он всегда мог отвлечься на какие-то неполитические темы, с ним было просто приятно говорить о жизни. И мне, как вот одно из наиболее ярких воспоминаний в моей карьере, всегда припоминается наша с ним прогулка по набережной в Сухуми, по-моему, в апреле 2011 года. По набережной мы с ним погуляли, пришли в знаменитую Брехаловку, пили кофе. Я видел, как к нему относятся люди, и как он разговаривает со своими гражданами абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, без утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны, спрашивает даже их советы. Один пример приведу. Это было 2006 год, боюсь ошибиться. 2006 год, тогда, когда у нас всех вместе руководителей районов собрал, поставил задачу, что мы едем в Москву и будем подписывать с административными округами Москвы договора о дружбе и сотрудничестве. Мы, конечно, с трепетом к этому вопросу отнеслись, подготовили все необходимые документы и убыли во главе с ним в столицу Российской Федерации. Вы не представляете, как его встретили. Вот гордость за свою страну, за свой народ ощущаешь тогда, когда находишься чуть вдали от нее. Начиная от аэропорта, перекрыли все дороги, улицы, довезли нас до того офиса, где мы расположились. Он ушел слишком рано и неожиданно на пике политической карьеры и мог бы сделать еще много полезного для своей страны. В памяти людей Сергей Васильевич Багапш останется человеком мира, надежным другом и народным президентом. Гугут Савардани, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзанба. 4 марта в Абхазии отмечается День советизации. 104 года назад, 4 марта 1921 года, абхазские большевики и части Красной армии вступили в Сухум. После 4-летней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками в Абхазии была установлена советская власть. Наша страна восстановила свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году. Фотовыставка «15 лет без Владислава» открылась в Государственном музее боевой славы. В экспозиции, посвященной памяти первого президента Абхазии, работы Владимира Попова и коллекции из 33 снимков, сделанных Ибрагимом Чкадуа в период с 4 по 10 марта 2010 года, переданная музею героям Абхазии Баталом Кобахи. Кроме того, в музее состоялась премьера документального фильма о первом президенте и режиссере Ибрагима Чкадуа, снятого специально к 15-летию со дня смерти Владислава Арзанба. Репортаж Ульяны Рожковой.
Коллекцию из 33 фотографий пришли посмотреть школьники, общественные деятели и те люди, кому интересен и не безразличен феномен Владислава Григорьевича Ардзинба. В абхазской политике Владислав Ардзинба возник неожиданно и ярко. В годы перестройки судьба буквально вытолкнула ученого на поприще политической деятельности. Появление Владислава Ардзинба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Владиславу Ардзинба удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам, соединив волю и мужество народа для достижения победы в неравной кровопролитной войне. У абхазцев за любым столом есть первый тост, когда поднимаются Бога. И именно Бог нам дал человека, который в трудные минуты, в самые тяжелые минуты нашей жизни дал такого полководца, такого главнокомандующего, под чьим знаменами мы шли и добились этой победы, этой тяжелой победы. Человек, который выдержал натиска в политическом, в военном, не только Грузии, но и других стран, одолел это все, преодолел. Конечно, многие тысячи наших братьев, сестер отдали свои жизни за эту свободу. Но если бы не было бы Владислава Григорьевича, эта победа, она была бы, но, наверное, более тяжелой ценой и более долгое время. Лидерские качества Владислава Григорьевича, в полной мере раскрывшиеся в период освободительной борьбы, сыграли решающую роль в исходе Отечественной войны народа Абхазии и по праву снискали ему всенародную любовь. «Свобода обсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Ардзинба. Выставку посетил и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. И для всех, для вас и для нас в России Владислав Григорьевич и ассоциируется с этим словом, которое вы называете «Аяра», мы называем «Победа». Я хотел бы еще отметить, что Владислав Григорьевич сумел объединить всех жителей Абхазии, всех граждан Абхазии. Без этого объединения невозможно было бы победа. Мы отмечаем, что совсем недавно в Абхазии прошли выборы, и надеемся, что избранный президент и присутствующий здесь избранный вице-президент будут достойными продолжателями дела Владислава Григорьевича и, как и он, сделают все возможное для того, чтобы абхазский народ был един и был братским, дружеским по отношению к Российской Федерации. 15 лет прошло со дня смерти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. За исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, а также за успешное проведение военных операций в масштабе всех вооруженных сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, Владислав Ардзинба удостоен ордена Айхтзапша первой степени. За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, ему присвоено звание Героя Абхазии, но, пожалуй, самой главной наградой стала всенародная любовь. Любовь, которая будет связывать поколения и растить в молодежи дух свободолюбия и патриотизма. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Указом исполняющего обязанности президента Бадры Гунба отменено распоряжение исполняющего обязанности премьер-министра об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы республики. Распоряжение касалось ограничения расходов на ремонтно-восстановительные работы, благоустройство, приобретение основных средств, осуществления выплат по внешним обязательствам государства по принятым решениям судов. На имя Бадры Гунба продолжают поступать поздравления с избранием на пост главы государства. Заместитель председателя правительства России Александр Новак пожелал Бадре Гунба удачи на высшем государственном посту и выразил уверенность в дальнейшем развитии абхазо-российского сотрудничества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Бадре Гунба крепкого здоровья, помощи Божьей и успехов в предстоящем президентском служении. Он подчеркнул, что РПЦ высоко ценит добрососедские отношения между Россией и Абхазией. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что правительство Санкт-Петербурга открыто к дальнейшему диалогу с абхазскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Уверен, при вашем активном содействии сотрудничество северной столицы России с Абхазией получит новый импульс развития, говорится в поздравительном адресе.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский в поздравлении выразил надежду на дальнейшее развитие дружеских партнерских взаимосвязей между республиками. С избранием на высший государственный пост Бадру Гунба поздравил президент Академии наук Абхазии Зураб Джобуа. Уверен, что ваши знания, авторитет, жизненный и многолетний трудовой опыт, в том числе приобретенный за время работы в составе правительства страны, оправдают доверие всего многонационального народа, говорится в поздравлении. С начала года оперативными подразделениями Государственного таможенного комитета выявлены 6 фактов пересечения государственной границы с целью ввоза наркотических средств. Также продолжается работа по выявлению незаконно ввозимого оборудования для производства криптовалют. Обо всем подробнее Адиса Сагария. 28 февраля примерно в 13 часов сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению импорт был остановлен гражданин Абхазии Бигвава. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятым веществом является наркотическое средство метадон. Масса обнаруженного вещества составила 36,557 грамма. Скажите, пожалуйста, гражданин Бигвава, что это за вещество, которое хранилось в вашем жилье, откуда вы нам собственноручно выдали? Что это? Ну а что это такое вообще? Наркотик. Наркотик? Скажите, пожалуйста, вы вообще данное наркотическое вещество где приобрели? На какую сумму? Расскажите, пожалуйста, всем участникам процесса. В России. В России? В Российской Федерации. А в каком конкретном городе? В Петербурге. А на какую сумму? А как вы приобрели вообще данное вещество? Каким путем? То есть вам кто-то его с рук продал или путем поднятия тайной закладки? Тайной закладки, да? Далее потом вы уже после того, как приобрели, вы как на поезде проехали, на самолете прилетели? На самолете прилетели. И после чего ввезли на территорию Республики Абхазия, правильно? Где в последующем в зоне таможенного контроля были задержаны. При пересечении границы сотрудники оперативного подразделения по своим каналам, по информации отработали, узнали, кто, откуда, с целью каких-то мероприятий везет крупную партию наркотических средств. Отработали, нашли его, то есть выждали, пока он шел, откуда шел, в общем, весь путь выяснили. В момент именно пересечения границы в сторону Республики Абхазия со стороны Российской Федерации его заостановили и выявили данный факт, наркотики изъяли. Данный гражданин водворен в ИВС, сейчас находится, и уголовное дело в отношении него возбуждено. Сотрудники ГТК держат под особым контролем ввоз на территорию Республики Абхазия майнинг-аппаратов. У нас еще с майнинг-оборудованием ведется очень сильная борьба, серьезная борьба. На это у нас направлено очень много сил и оперативных подразделений, на это нацелены, постоянно ведется и работа в этом плане. Но у нас подакцизные майнинги и наркотики – это прям 3 очень серьезных, важных направления. Руководство ГТК уделяет особое внимание работе по пересечению ввоза на территорию республики наркотических веществ и запрещенного оборудования. Эта работа проводится максимально качественно и прозрачно. Адиса Сагария, Нарсо Цулукия, Абхазское телевидение. В связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Титова и Бегуа, а также на улице Гумистинской 5 марта с полуночи до 22 часов будет прекращена подача воды в новом микрорайоне, старом поселке, улице Эшба, районе вокзала, Нагорной и центральной частях Сухума, в районе рынка и микрорайоне Маяк, сообщает Водоканал. 7 марта на площади Свободы в Сухуме состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. В концерте примут участие артисты абхазской и российской эстрады. Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Администрация Сухума окажет содействие организаторам. Начало в 17 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 5 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,4, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 9 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.